Чувашская республика серьезно настроена закрепить за собой статус одного из крупнейших центров пивоварения Российской Федерации. Об этом готовится ярко заявить традиционный фестиваль «Зеленое золото России». Подготовка к нему идет полным ходом с площадки в речном порту. Репортаж нашей съемочной группы. Один день остался до старта фестиваля «Зеленое золото России». Что ждет посетителей и чем будут удивлять гостей, рассказал вице-премьер Чувашии Сергей Артамонов. Кстати, время работы площадки в этом году решили продлить. В этом году по просьбе населения многие хотят, есть же СОБы, они прийти хотят попозже. И для них специально сделали с 11 до часу 30 утра в центральном шатре, понятно, закрыто, чтобы не было шумно. Там тоже будет программа, будет проходить для тех, кто ночью хочет сидеть. Вот для них сделан специальный сет. На площадке фестиваля предусмотрены зоны отдыха, туалеты и контейнеры для мусора. Главная цель – создать комфортные условия для посетителей. А для профессионалов индустрии на первом месте – деловая программа. Там будет заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации, будут представители пивоваренных компаний, будет Союз пивоваров Российской Федерации, тоже они будут рассказывать свое мнение. Будут все производители хмеля Чувашской Республики, производители оборудования, техники. То есть все эксперты по развитию хмелеводства и отрасли пивоварения, какие в стране есть, они все там будут. И я думаю, будет очень интересно. На фестивале «Зеленое золото России» 14 пивоваренных заводов представят свою продукцию. Ежедневная максимальная вместимость одного сета 2000 человек. И мы так и планируем принимать. Хотелось бы быть уверенным, что все сеты будут заполнены по полной программе. Будем надеяться на лучшее. А так 2000 человек максимальная вместимость, как и в том году у нас в фестивале. Сергей Качинский, Юлия Адюкова, Степан Гурьянов, Республика.